Ну, не знаю, смотрел ты или нет сейчас дебаты эти прекрасные, но что ты скажешь по поводу этого решения? Как ты его оцениваешь? Слушайте, вы знаете, я вам хочу сказать одно. Я вот живу в Москве много лет и работаю с начала войны здесь. Если кто-то у нас думает, что все закончилось, то, товарищи мои любимые соотечественники укры, думать так не надо. Потому что если наша страна потеряет чувство самосохранения, то выборы, наверное, будут проведены, но примерно как в Донецке и Луганске. Я не говорю, что надо было голосовать или не надо, но мне кажется, что спекулировать на вопросах безопасности недопустимо. И с другой стороны, мне кажется, что президент Украины он не может не провести выборы. И вы, думаю, со мной согласитесь, потому что тогда он потеряет легитимность, а у нас, как известно, есть один легитимный, но он живет в Ростове, и у него коленка сейчас болит. Поэтому, наверное, бояться этого не надо. Роман, скажи, пожалуйста, как весь день сегодняшний, начиная, собственно, со вчерашнего вечера, российские власти в Москве реагировали и оценивали ту провокацию, не провокацию, вооруженное агрессивное нападение, которое устроили ФСБшные корабли? Здесь все, как обычно, с ног на голову. Они пытаются вообще увести дискуссию и обсуждение с темой российского нападения на украинские корабли на тему введения военного положения в Украине. Как будто эти вещи не вытекают одна из другой. И, естественно, дальше идут вот эти вот штампы о том, что президент хочет остаться чуть ли не пожизненно главой украинского государства, что у меня вызывает улыбку горькую, потому что если кто-то и может остаться пожизненно главой государства, так только действующий президент России. А у нас другая культура политическая, и в принципе это на сегодняшний день просто невозможно, зная и Конституцию нашу, и вообще настроение в обществе. Свою легитимность в прямом смысле этого слова придется доказывать всем и на настоящих выборах, и мне кажется, это очевидно. Роман, и такой очень простой вопрос. Я тоже сталкиваюсь. Я долго жил в России, ты долго тоже там живешь. И сейчас находишься там. Я очень часто сталкиваюсь с таким, у меня раздвоение сознания происходит, то есть вокруг война, стреляют по украинским военнослужащим, захватывают украинские корабли. Естественно, виноват кто в этом? Естественно, Порошенко. Про Путина особо даже и фамилии никто не произносит. И, тем не менее, мне кажется, что угроза военного вторжения, хотя я хочу тебя оценить, чтобы тебя попросить оценить. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, что произойдет, может ли так случиться, что Владимир Путин вместе со своим окружением может объявить широкомасштабную войну Украине? Я бы ничего исключать не стал. И знаете, в 2013-2014 году тоже события, которые последовали 18 марта, оказались нереалистичными. Но на данном этапе они все-таки будут играть в такую игру, которая называется торговля миром и войной. Конечно, больше войной, потому что это самый главный, как мне кажется, кремлевский товар. И до выборов, если у нас, допустим, будет какая-то конфигурация складываться, которая более нравится Москве, они, соответственно, эту кнопку войны или рычаг войны, они могут как включить, так и выключить, в зависимости от внутриполитического расклада, чтобы подыграть своим друзьям. Это надо понимать, и когда говорят о том, что все закончилось, я понимаю, откуда эти настроения, потому что ошибок действующей властной команды много, но, повторюсь, все-таки давайте не терять разум и лучше спорить о различных политических векторах внутри страны, свободной Украины, потому что когда приходят русские оккупанты, то получается Крым и Донбасс, когда все молятся на президента
президента России, а те, кто не согласен, их или убивают физически, или изгоняют. И у нас у всех достаточно друзей из Донецка, из Крыма, которые не могут вернуться к себе домой.